Добрый день, уважаемые родители и коллеги. Сегодня мы с вами завершаем цикл наших бесед на тему обеспечения безопасности детей в летний период на берегу водоемов. Сегодняшняя лекция будет посвящена различным ситуациям, которые могут возникнуть на берегу реки во время отдыха, после того, как мы вышли уже из воды и решили отдохнуть в кругу друзей, поиграть, побегать или просто посидеть, принять какие-то напитки, в общем, расслабиться. Довольно-таки часто в нашей обыденной жизни, а во время игр, беготни, на берегу водоема могут возникнуть самые разные ситуации, когда ребенок, да или взрослый, получит ссадину, произойдет повреждение кожных покровов. Во время отдыха нас могут посетить самые различные насекомые, да, которые представляют собой также угрозу для нашего здоровья. Ну а немножечко в стороне, на лугу или в лесу, мы можем также столкнуться с так называемыми биологическими опасностями. И вот сегодня мы с вами охарактеризуем эти опасности и, как всегда, обсудим, какие же приемы нужно сделать для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Итак, неглубокие повреждения кожи. Довольно-таки распространенная ситуация. И бояться здесь не нужно. Во всех случаях нужно проявлять всегда спокойствие и уверенность в себе. Мы с вами говорили о том, что при посещении пляжа, особенно на длительный период, у нас должна быть своя мини-аптечка, в которой должны быть те лекарственные средства, которые, например, вам уже показаны по состоянию здоровья, и такие препараты и средства, которые позволят обезопасить себя в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Ну вот, когда появляются такие вот неглубокие ранки, царапины, ссадины, да, нам необходимы различные антисептические средства. Антисептические средства – это препараты, которые направлены на предупреждение развития каких-либо гнойничковых инфекций, потому что вызывают гибель различных бактерий. Такие средства называются антисептическими, и мы будем говорить о самых распространенных антисептических средствах. Конечно же, вы, как люди, умудренные опытом, исходя из своих каких-то особенностей состояния здоровья и организма, вы можете использовать и другие антисептические средства. Самое главное понимать, в чем особенность их действия. Самым распространенным таким средством антисептическим является перекись водорода. Перекись водорода проявляет антимикробные действия, используется против бактерий, вирусов и грибков. Для обработки раневых поверхностей используется 3% перекись водорода. Она совершенно безопасна для нашего организма. Перекись водорода способствует не только гибели различных микроорганизмов, но также и способствует удалению с поверхности кожи каких-либо механических частиц, а также способствует удалению каких-то других биологических фрагментов. Обработка раны производится достаточно просто. Мы поливаем перекисью водорода раневую поверхность. Так при этом могут выделяться пузырьки. Это не страшно, потому что как раз происходит очень довольно-таки сложная химическая реакция перекиси водорода с биологическими жидкостями нашего тела, и выделяется активный кислород, который и отрицательно действует на различные микроорганизмы. Другое средство – это раствор йода. Особенность его применения заключается в том, что его ни в коем случае нельзя наносить в саму ранку. Палочкой или ватным тампоном обрабатываются края ранки. Таким образом, йод оказывает такой прижигающий эффект.
Но нужно иметь в виду, что йод может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, у которых есть как раз повышенная чувствительность к каким-то йод-содержащим препаратам. Кроме спиртового раствора йода сейчас продаются другие средства, которые его содержат. Ну, например, бетадин, иодинол, иодонат. Ну, это комплексные такие сложные уже соединения, ну, и вы можете спросить их в аптеках. Другое средство, хорошо известное антисептическое, это бриллиантовый зеленый или просто зеленка. Нужно сказать, что это средство имеет такой самый щадящий характер, и в некоторых источниках мы можем прочитать о том, что можно даже зеленку наносить и на поверхность неглубокой ранки. Но нужно сказать, что нельзя обрабатывать йодом и зеленкой мокнущие какие-то поверхности кожи, там, где, например, имеются волдыри после ожога или волдыри после мозоли. Вот такие вот повреждения кожи этими средствами антисептическими обрабатывать нельзя. Когда мы обрабатываем раневую поверхность, то нельзя ни в коем случае растирать, тереть эту поверхность, ну, например, ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной или водой, или той же перекисью водорода. Почему? Потому что, например, волокна ваты, они могут застревать в раневой поверхности и таким образом еще более сильнее ее раздражать. Сейчас рекомендуют, например, вот такой вот, рекомендуют комплексные средства антисептические, которые можно использовать во всех случаях каких-то травм. И опять же, я не рекомендую это как стопроцентное такое средство, но можно обратить на это внимание. Чем они отличаются от других средств, которые мы перечислили, от спиртового раствора йода или бриллиантового зеленого тем, что это комплексные препараты. Прежде чем, после того, как мы обработали антисептическими какими средствами раневую поверхность, после этого можно уже будет наносить, например, тот же йод или бриллиантовую зелень. Ну вот, например, здесь обратите, пожалуйста, внимание, на кадре показано, что после того, как мы нанесли на раневую поверхность перекись водорода, появляется вот такая пенка, идет интенсивное выделение пузырьков. Значит, еще раз говорю, не бойтесь, это выделяется кислород, который губительно действует на какие-то бактерии и грибки, вирусы. После того, как обработали ранку, в зависимости от вида травмы, она должна быть закрыта от воздействия внешней среды. Для этого, конечно, можно наложить бинтовую повязку, так? Или же, если ссадина небольшая, ранка небольшая, можно ее закрыть бактерицидным лейкопластырем, который тоже должен быть в аптеке. Кроме таких вот лекарственных средств, я думаю, что во многих семьях есть свои какие-то уже апробированные и народные средства для того, чтобы провести обеззараживание поврежденной поверхности. Но самое главное, здесь нужно понимать, что любое наше действие, оно направлено на защиту ребенка. На пляже довольно-таки часто мы можем контактировать с различными растениями и насекомыми, которые могут оказать отрицательное воздействие на организм ребенка и взрослого. Ну, во-первых, мы должны всегда детей приучать к тому, что если ты чего-то не знаешь, не понимаешь, что это такое, то лучше не трогать, лучше посмотреть глазками, позвать папу, маму и показать, что же привлекло внимание. Вот в этом как раз и состоит один из, может ли, критериев культуры безопасного поведения. Не трогать то, чего
не знаешь. Ну и, конечно же, родители во время отдыха у реки тоже должны проводить какой-то такой вот маленький, естественно-научный ликбез, чтобы показать детям, а вот какие животные, насекомые безопасны, какие растения можно трогать ручками, а какие растения трогать нельзя. Вот начнем с растений. В республике Коми и по берегам рек можно встретить разные ядовитые растения. И отойдя немного в сторону, например, в лес, на луг, так мы можем увидеть разные растения, которые будут привлекать детей своими плодами. Плоды, как на грех, имеют очень яркий такой цвет и привлекают внимание ребенка. Кроме того, эти плоды ядовитых растений похожи на плоды, которые детям хорошо известны как съедобные. Ну вот, например, в лесу мы можем увидеть вот такие вот красные ягоды ландыша. И нужно сказать, что это растение чрезвычайно ядовито. Оно вызывает, даже если ребенок съест одну ягодку, это может у него вызвать боли в животе, рези в животе, тошноту и рвоту. Если ребенок съест таких ягодок много, то тогда возможна потеря сознания. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас многие любители-садоводы или любители цветов выращивают ландыши на своих дачных участках, в палисадниках, возле многоквартирных домов, и нужно обращать вот на это внимание. Может быть, тогда оборвать эти ягоды, когда они начнут созревать уже, чтобы обезопасить наших юных натуралистов от опробирования вот таких вот плодов. Другая ягодка, которая может привлечь внимание детей в нашем лесу, это вороний глаз. Представляет собой, плод представляет такую вот сиzo-синюю ягоду, которая чем-то напоминает ягоду черники, голубики. И ребенка, конечно же, может заинтересовать вот такая вот необычная ягодка. И хорошо, что если он ее принесет, вам и покажет, что это такое. Так. Действие, даже одно, если ребенок съест одну такую ягодку, это тоже может вызвать боли в животе, тошноту, рвоту и понос. В очень сильных случаях дело может закончиться судорогами и параличами. Другое растение называется волчья лыка. К счастью, оно не так часто у нас встречается в лесах, вдоль берегов водоемов, но тем не менее. Вот когда оно цветет, то чем-то напоминает веточку сирени своими такими вот сиреневыми цветками и приятным ароматом. Особенность таких цветков заключается еще в том, что они не имеют цветоносов и сидят прямо на коре стебля. Когда плоды созревают, то вот они похожи чем-то на бруснику, вы скажете, да, или на красную смородину. Если ребенок знает, что такое красная смородина и брусника, то он может ошибиться и скушать вот такую вот ягодку. Но отличие заключается в том, что волчий лык – это кустарник где-то высотой 70 сантиметров 1 метр. И, конечно, такой брусники никогда ребенок не видел. Нужно сказать, что все это растение чрезвычайно ядовито. И стебель, и листья, и плоды. Например, ранней весной ребенок, или гуляя в лесу, вы можете обратить внимание на вот такой вот красивый цветущий кустарник, попытаться сорвать веточку, но этого делать не рекомендуется. Другое растение, которое я вам покажу, это вёх ядовитый или цикута. Вёх растет непосредственно в сильно увлажненных местах, на мелководье, и может привлечь ребенка такими вот цветами, мелкими цветами, собранными в сложные зонтики, а корневище чем-то напоминает морковку, бледненькую такую морковку. Ну, почему бы не попробовать? Но цикута – это очень сильный яд,
это очень сильно ядовитое растение, и сок цикуты оказывает нейропаралитическое действие и вызывает паралич дыхания. Ну вот известно из истории, что ядом цикуты был казнен известный философ Сократ. Другое растение, которое кажется нам безобидным, это лютик едкий. Ну, вообще все лютиковые ядовитые растения, и ни одна корова не станет есть лютики, потому что в соке этих растений содержатся горькие вещества, ядовитые вещества. Ну, конечно, ребенка могут привлечь вот эти вот такие вот красивые солнечные растения, но мы всегда говорим о том, что ничего рвать нельзя. Если сок этого растения попадет, например, на слизистую, в глазки, в носик, то это может вызвать неприятное ощущение, жжение. Ребенок начнет плакать, размазывая этот сок еще сильнее по лицу. Ну и в июле у нас появляются грибы, а грибы – это довольно-таки очень коварные организмы, и нужно научить ребенка тому, чтобы грибы ни в коем случае самостоятельно не собирать, не рвать, не пробовать. Особенно нужно показать детям мухоморы, красного, бледного мухомора, бледную поганку и объяснить, в чем их опасность. Какая помощь оказывается при отравлении грибами и ягодами? Самое главное, что после того, как вы окажете эту первую помощь, обязательно нужно обратиться в лечебное учреждение, потому что яды затем начинают всасываться в кишечнике и распространяться током крови по всему организму, по всему телу. И последствия могут быть очень тяжелыми, заканчиваются судорогами и параличами. Значит, в первую очередь пострадавшему мы даем как можно больше воды для того, чтобы поскорее всосавшиеся токсины вывести из организма. Вызываем рвоту для того, чтобы предотвратить всасывание ядов из кишечника. Освобождаем желудок, и, значит, таким образом эта съеденная пища, она не попадет дальше в кишечник и не будет перевариваться. Если же человек находится без сознания, так, если это маленький ребенок в возрасте до 1 года или уже пожилой человек в возрасте 70 лет, то рвоту вызывать нельзя и давать как можно больше воды. Рекомендуется принять адсорбенты. Самым таким широко распространенным адсорбентом является активированный уголь, но сейчас рекомендуется принимать и более эффективные комплексные препараты, которыми является энтеросгель, ну и в зависимости от ваших таких вот лекарственных пристрастий. Когда мы выбираем место для отдыха, то должны обязательно обратить внимание, растет ли рядом борщевик Сосновского. Сейчас по всей территории республики идет борьба с этим растением, но тем не менее, в некоторых случаях на берегу водоема или недалеко от него можно увидеть, попасть в заросли борщевика. Борщевик начинает цвести как раз вот в период расцвета, развития купального сезона и привлекает внимание детей своей необычной высотой и красивыми крупными соцветиями цветков. Это очень опасное растение, ибо листья и стебли растения покрыты волосками, железистыми волосками, в которых находится очень сильный яд, который может проникать даже через одежду. Яд действует не только на эпидермис кожи, но и на глубже лежащие слои. И еще одна
Опасность заключается в том, что действие яда усугубляется под воздействиями ультрафиолетовых лучей. И в результате появляются вот такие вот страшные волдыри. Яд проникает далее уже в глубинные слои кожи, затрагивая мышцы. Самые такие страшные фотографии. Опасна также и пыльца борщевика, которая может вызвать при дыхании аллергические реакции, а при попадании в глаза вызывает, понятное дело, слезотечение, отек и расстройство зрения. По мере того, как происходит заживление ранки, появляются струпья, под которыми можно даже различить вот поврежденные ткани. Заживление очень происходит тяжело и длительно. Как рекомендуется оказывать помощь при ожоге борщевиком? Значит, поврежденное место нужно закрыть сухой тканью или салфеткой, ни в коем случае не растирать, потому что в процессе растирания вот этот вот сок, который попал на кожу, он будет проникать в глубинные слои кожи и поражать другие рядом расположенные участки. Закрыть сухой светлой тканью, которая будет отражать световые лучи. И обязательно прийти в лечебное учреждение, не оставлять развитие вот этого ожога такого сложного, химического и солнечного на самотек, потому что в результате может произойти еще более сильные повреждения. Так, какие еще опасности биологические нас могут поджидать? Самые надоедливые животные, а насекомые это животные, это, конечно же, комары. Комары являются кровососущими насекомыми, и самки комара прокалывают кожу своим острым хоботком, и при этом впрыскивается слюна комара, которая содержит различные белковые вещества, ферменты в первую очередь, которые препятствуют свертыванию крови. И таким образом самка легко питается, насасывая человеческую кровь. Но последствия укусов для детей очень тяжелые. И появляются такие вот папулы, волдыри, покраснения, которые вызывают зуд у ребенка. Он начинает расчесывать эти места, и в результате состояние еще более усугубляется. Если ребенка покусало очень много комаров, очень много таких вот насекомых, то это может у ребенка вызвать и расстройство нервной системы. Ребенок начинает капризничать, плакать, его очень трудно успокоить, и мы понимаем, что ребенку тяжело. Если вы выбрали место отдыха недалеко от место водопоя животных или место их пастбища, то тогда можно ожидать прилета слепней. Слепни очень надоедливые насекомые, и самка слепня прокалывает кожу очень острыми, как стилет, челюстями и начинает питаться нашей кровью. Укус очень болезненный, и отек довольно-таки обширный. На месте укуса появляется уплотнение, папула, вокруг появляется отечность, место болезненное. Перейдем к характеристике насекомых, которые не питаются кровью, но питаются пыльцой, но тем не менее представляют для нас очень большие неудобства. Например, с луга, с полянки на берег водоема может прилететь 1 или 2 пчелы. Пчелы сразу узнаются вот по такому вот мохнатому тельцу. Они могут кружиться над сладкими напитками, фруктами.
Так, и достают нам неудобства тем, что могут нас ужалить. Жало пчелы. Жало пчелы располагается на кончике ее брюшка и представляет собой такой вот заостренный стилет с крючками, как будто бы рыболовный крючок. И вот интересная особенность, что когда это жало дотрагивается до кожи человека, так, то оно начинает как-то интенсивно, так рефлекторно пульсировать и погружается все глубже и глубже. Но животное потом не может выдернуть это жало, потому что оно застревает в эластичной коже, и, пытаясь улететь, пчела отрывает часть брюшка с жалом, и таким образом жало остается в коже, пчела улетает, ну и погибает спустя какое-то время. Пчелиный яд, апитоксин. Да, он применяется в лечебных целях, но нужно сказать, что для некоторых людей апитоксин, пчелиный яд, вызывает очень острую аллергическую реакцию. После того, как в рамке осталось жало, эта рамка может загноиться. Другое насекомое – это оса. Оса узнается, чем-то напоминает пчелу, но отличается от нее таким вот более гладким блестящим телом, более ярко выраженными черными и желтыми полосками. Обратите, пожалуйста, внимание на жало. Жало представляет собой такой вот заостренный конец брюшка без зазубринок и функционирует как по принципу шприца. Через жало впрыскивается яд. Вот такое вот острое жало. И после разового ужаления оса, она извлекает жало из кожи и может жалить еще раз. Укусы, будем употреблять это слово, таких вот насекомых, что пчелы, что осы, они проявляются примерно одинаково, появляются вот такие вот отеки, особенно опасные укусы насекомых в слизистые, губ, носа, возле глаз. Другое насекомое, которое тоже питается пыльцой, тоже имеет жало, это шмель. Шмель крайне редкий гость на пляже, потому что их место царствования – это луга и полянки. Шмели устраивают свои гнезда в земле, поэтому порой они так вот неожиданно могут взлететь у нас из-под ног и, защищая свое жилище, напасть. У шмеля жало тоже имеет заостренный конец, так, но направлено оно вверх. Эффект воздействия всех ядов, таких вот перепончатокрылых, пчел, ос, шмелей, примерно одинаково действие. Укусы, действие яда вместе впрыскивания в кожу примерно одинаковые. Степень отека зависит от того, куда был ужален человек, так, от возраста, от склонности к аллергическим реакциям. Как правильно вести себя, если вы увидели насекомое, такое вот жалящее насекомое? Не нужно махать руками. Не нужно махать руками, это еще более провоцирует этих насекомых. Также эти насекомые не любят, когда человек очень сильно пахнет каким-либо парфюмом и алкоголем. Если, например, на даче вы отдыхаете на даче, то можно также обратить внимание, если где-то поблизости осиные гнезда, потому что осы, в отличие от
шмелей и пчел нападают сразу несколько, и укус нескольких насекомых может быть очень опасен. Какая помощь? Какая помощь при укусе насекомых? Ну, если речь идет об укусе пчелы, то нужно найти жало и удалить его. Затем нужно промыть место укуса прохладной водой и наложить холодный компресс. Просто намочить тряпочку холодной водой и положить на укушенное место, ужаленное место. Или положить кусочек льда, завернутый в тряпочку, или же какие-то взять продукты, замороженные из холодильника, и предварительно обернув тканью, также приложить к укушенному месту. Почему это нужно сделать? Потому что тогда кровеносные сосуды суживаются, и яд будет медленнее проникать в кожу, и яд медленнее будет проникать в кровь, и на коже будут меньше проявляться вот эти вот последствия укуса. В случае сильных таких вот отеков, особенно в области глаз, шеи, рта, обязательно нужно обратиться к врачу. Почему? Потому что такие отеки могут стать причиной затруднения дыхания, глотания, так, или же даже укусы в области глаз могут привести к нарушению зрения. Если человек знает, что у него есть склонность к аллергическим реакциям, так, на укус различных перепончатокрылых, в первую очередь пчел, то обязательно нужно срочно обратиться к врачу, потому что это может вызвать остановку сердца или остановку дыхания, и иметь всегда при себе препараты, которые снимают удушающие симптомы. Уважаемые родители, уважаемые коллеги, мы с вами завершили цикл лекций по изучению правил обеспечения безопасности на водоеме. Мы с вами рассмотрели самые разные варианты ситуации, которые могут возникнуть и в самой воде, и на берегу водоема. Но хотя вот мы перечислили таких ситуаций очень много, но, к счастью, они случаются крайне редко. Почему? Да потому что вы обеспечиваете безопасность ребенка и свою собственную безопасность. Завершая наши лекции, я хочу вам пожелать, как всегда, безопасного отдыха и хорошего лета. До свидания. Будьте здоровы.